В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Движение по Зимнику Якутск-Нижний Бестях открылось досрочно. Новые квартиры получили жители аварийных домов в селе Устнера. Мастер из Амги делает снежные фигуры к Новому году. Открыто движение по ледовому автозимнику Якутск-Нижний Бестях досрочно. Разрешенная масса грузоподъемности автомобилей 10 тонн. А на автодороге Хатас увеличена грузоподъемность до 30 тонн. Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и сохранности ледового автозимника рекомендуется не пренебрегать допустимую грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков. ГИБДД республики проведет массовые проверки на дорогах в новогодние праздничные выходные дни. Отмечу, в период с 24 по 26 декабря сотрудниками Дорожной службы республики всего составлено 1228 административных правонарушений. Выявлено 14 нетрезвых водителей, из которых двое сели за руль транспорта в нетрезвом состоянии повторно. Отстранен от управления транспортными средствами 41 водитель без водительского удостоверения. О фактах управления автомобилем в состоянии опьянения госавтоинспекция просит сообщать в дежурную часть по телефонам 127 352 222 или в полицию 102. Отделение Пенсионного фонда России по республике информирует, что в районах Якутии доставка пенсий и иных социальных выплат за январь следующего года отделениями почтовой связи будет осуществляться по графику, начиная с 5 января. Далее, по установленному графику, в Якутске и его пригородах доставка пенсий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан в январе осуществляется по графику без изменений. Денежные средства на выплату пенсий и иных социальных выплат через кредитные организации за 8 января будут перечислены 30 декабря. Далее перечисления в соответствии с установленным графиком. Айсан Николаев обозначил ключевые задачи перед органами местного самоуправления. В 2022 году общий объем трансфертов в местные бюджеты республики на 12% превысит прошлогодние показатели и составит свыше 90,5 миллиардов рублей. При этом муниципальное образование особое внимание должны уделить обеспечению финансирования мероприятий, направленных на защиту населенных пунктов от природных пожаров, создание резервных фондов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, последствий стихийных бедствий. Как отметил глава республики, особого внимания глав муниципальных образований и городских округов также требует утверждения положения о видах муниципального контроля, изучения законопроекта, направленного на совершенствование системы органов местного самоуправления. Ключи от новых квартир вручили новоселам Устнеры. Подробности в сюжете Светланы Поцелуевой. В торжественной обстановке вручали новоселам ключи от квартир в новом каменном доме. Ну и со следующего года уже начнется строительство второго дома. Будет у вас своя площадка и детская площадка. То есть здесь как бы жизнь, этот дом должен быть образцово-показательным. Результат на глаза, что мы сделали это, да? Живите в мире, в согласии, в радости. Мы же должны понимать, что человек наполняет дом. Чем будете наполнять, то и останется в доме. Я Чусхан, хранитель холода, живущий на полюсе холода. Поздравляю дорогих устнерцев с новосельем! Построенный по республиканской программе переселения из ветхого и аварийного фонда, дом примет жильцов, прежде проживавших по разным адресам. К примеру, Галина Георгиевна проживает в микрорайоне Индигирский, в деревянном уже аварийном доме. Дому 40 лет, и он, конечно, деревянный и разрушается, поскольку одна стена у него отходит, ну, как бы отваливается. Там поверху идет трещина, очень такая ощутимая трещина, которую постоянно приходится законопачивать. И в кухне у нас потолок висит. Получив ключи от квартиры, она тут же решила ее посмотреть. Я вообще не ожидала и до последнего даже не верила, что я получу, наконец, ключи от квартиры. Спасибо строителям. Дом, конечно, изумительный. Ее примеру последовали все новоселы. Они радовались и благодарили строителей.
дождались наконец-то, потому что жили в таком доме деревянном. На пенсию вышли в этом году, 50 лет. И вот радость. К слову, сегодня мы услышали, что в поселке планируется строительство еще 15 таких домов. И порадовались. Жизнь в поселке продолжается. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Государственные и республиканские награды получили лучшие сотрудники здравоохранения, лесопожарных служб, культуры и других отраслей. Медали и почетные грамоты сегодня им вручил глава Якутии Айсен Николаев. Эти люди своим добросовестным трудом спасали тайгу от лесных пожаров, стояли на передовой в борьбе с коронавирусом, высоко представляли республику в спортивных, творческих направлениях на международном, российском, региональном и межрегиональном уровне, а также внесли огромный вклад в развитие и становления Якутии. Я искренне благодарю вас за неоценимый личный вклад в развитие и процветание родной республики. Уходящий 2021 год, безусловно, выдался очень непростым. Он всех нас испытал на прочность. Ваш труд, дорогие друзья, ваши достижения и успехи воодушевили якутян в самое сложное время, стали примером жизнелюбия и оптимизма. Я благодарен всем жителям республики за сплоченность, за взаимную помощь и поддержку. Благодарен за умение трудиться, честно делать свое дело, несмотря ни на какие трудности. В городе Покровске Новый год в новых благоустроенных квартирах встретят 36 семей. Сегодня в мэрии состоялось вручение ключей переселенцам из ветхого жилья. Жители аварийных домов переезжают в 4-этажный дом по улице Братьев Ксенофонтовых, 102. Многоквартирный дом возвела строительная компания «Промстрой». Конечно, радостный, представляете, жить в неблагоустроенной квартире, тем более в наших широтах. Воду принеси, воду вынеси, не говоря уже и дети маленькие, это самое. А вещи стирать, это совсем было как стирка, так и воды больше принеси, больше вынеси. А сейчас будет это, ну и говорю, в наших широтах это же благоустройство, это же удобство, удобно. Новый год будете справлять уже в новой квартире? Да, конечно. Сейчас вот будем ходить, таскать, возить. Сейчас хлопоты будут такие радостные, как говорится. Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» работает в Татинском Улусе в 4 школах. В рамках этого проекта осуществляется обновление материально-технической базы. Оборудование позволяет обеспечить доступ обучающихся сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов. И мы очень рады, что, используя такие оборудованные классы у наших учителей и у учащихся, появляется возможность работать, проводить лабораторные работы. Конечно же, не во всех школах есть оборудованные классы по предметам, а вот такие цифровые кабинеты, они позволяют использовать в удаленном доступе различные лаборатории вузов, научных центров. И это, конечно, очень радует. В Якутске из перинатального центра Республиканской больницы номер 1 выписали семью, у которой родилась тройня. Уроженцы Нижнеколымского Улуса Мария и Кирилл Помогаевы стали родителями девочек. Торжественную церемонию выписки посетила наша съемочная группа. Уроженцы Нижнеколымского Улуса Мария и Кирилл Помогаевы стали родителями 3 девочек. По словам врачей, роды прошли без осложнений. Сегодня малышек Софию, Таисию и Раису торжественно передали счастливым родителям. Хочу поблагодарить медсестер и врачей. Очень уход внимательный. За каждым ребенком отдельно медсестра следит, смотрит. Помогают все время. Тройня родилась 29 ноября, чуть раньше прогнозируемого срока. Поэтому по сей день они с мамой находились в центре под присмотром врачей, чтобы окрепнуть к выписке. Представители больницы отметили, что благодаря современному оборудованию и высококвалифицированному персоналу они могут вынашивать детей даже с критически низкой массой тела. Огромная работа нашей большой команды, перинатальной службы, всех диагностических служб.
это реанимация новорожденных, выхаживание новорожденных. И сейчас мы укомплектованы высокотехнологичным оборудованием. Мы с 2012 года, согласно приказу, выхаживаем детей с критической низкой массой тела. Да, 500-граммовые дети сейчас выхаживаются. В этом году на территории республики родилось порядка 12 тысяч детей. София, Таисия и Раиса Помогаевы стали третьей тройней, рожденной в текущем году. Завершается год здоровья, и он завершается таким позитивным событием – рождение 3 членов общества в такой замечательной семье, очень красивая семья. На стыке года здоровья и года матери такое замечательное событие для нас всех. Это подарок не только вот самой семье, но и подарок всей нашей республике. Отметим, что теперь семье Помогаевых 5 детей. У тройни еще 2 старшие сестры. По словам главы новоиспеченной многодетной семьи, они не перестанут ждать рождения мальчика. Пойдем за сыном. Помогаевы планируют некоторое время находиться в Якутске. Затем ближе к Новому году выбраться в Нижнеколымский Улус, где их, по словам главы района, уже ждут подарки и теплый прием. Власий Сергеев, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Каждый год в преддверии новогодних праздников житель Амги Аполлон Захаров делает снежные скульптуры символов года. Свою первую скульптуру мастер слепил в 2001 году по просьбе воспитателей детского сада, куда ходили его дети. С тех пор, вот уже около 20 лет, мастер ежегодно делает фигуры различных сказочных персонажей и животных, согласно символу года. В этом году снежные работы Аполлона Захарова также украшают административные здания и магазины в Амге, Покровске и в Нижнем Бестяке. Помимо этого, снежных скульптур мастер слепил символ 2022 года, посвященный Году матери в Якутии, в городе Якутске. Символ наступающего года тигр. Так как он является таким мощным животным, колоритным, и делать его тоже интересно. В городе это я согласовал с руководством, эскиз, так как наступающий год объявлен Республикой Годом матери, и я решил связать это с символом года и хотел показать как мать, тигрицу как мать. Ласкающая своего тигренка. Я думаю, это замысел удался. И это люди, наверное, оценили. К этому часу у меня вся информация. Мы следим за развитием событий.